Сопроводительное деепричастие с аффиксом «пшан» обозначает действие, которое происходит одновременно с другим действием, либо параллельные действия одного предмета, одного объекта. Пшан присоединяется, если основа заканчивается на глухую согласную. Если на гласную, то вышан, на мышан. Если основа заканчивается на сонорные, носовые, на бышан. Если основа заканчивается на р, ол и краткую г. Имеется особенность этого аффикса. В зависимости от гласной в основе глагола присоединяется соответствующий аффикс, соответствующий гласной после буквы Б, М, В, И. Она может быть пишан, вишан, мишан, бишан. Ну и соответственно огубленные пушан, вушан, мушан, бушан, пюшан, вюшан, мюшан, бюшан. То есть всегда гласные, долгие гласные А сохраняются вне зависимости от того, передней или задней ли гласной в основе. И изменяется только гласная первого слога. В, П. Тут нарушается закон сингармонизма. Одно из исключений закона сингармонизма. Например, рассмотрим слово ойнавышан. Тут закон сингармонизма сохраняется. Играя переводится. Кельбишан. Приходя. Задние гласные А, несмотря на то, что в основе передние гласные. В аффиксе изменилась гласная только первого слога. И. Кельбишан. Кельбишан. В основе огубленная гласная переднего ряда. В аффиксе изменилась только гласная первого слога. Ю. Шан осталась прежней. Смотря, приходя, играя. Посмотрим теперь пример. Айтын, арлавышан, самлавышан, жорт тұрған. Айдын шел, подпевая и пританцовывая. Подпевая и пританцовывая — это все параллельные действия объекта айдына. Основной глагол жорт тұрған. Шел, параллельные ему действия арлавышан, самлавышан. Подпевая и пританцовывая. Также в некоторых предложениях сопроводительное причастие играет роль сказуемого со значением продолжающегося действия. Например, «Мен öğrenmişamын». Сказуемое öğrenmişamын. Мен. Я продолжаю учиться. Я не просто учусь, а я продолжаю учиться. Öğrenmişamын.